Так. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Скажите, как меня видно и как меня слышно. Так, я в эфире смотрю. Включение. Так, как меня слышно, скажите кто-нибудь. Отзовитесь, напишите. Так, валейкум салам. А у меня телефон чаус. Валейкум салам. Он социалес. Салам алейкум, говорит Мамлюк, Чечения. Слышно, видно хорошо. Ассаламу алейкум. Влад себе пишет, ассаламу алейкум, слышно. Ва алейкум салам, масана. Так, ва алейкум салам, масанечки. Да, здесь жарко. Здесь жарко. Одну минутку. Вот так вот. Так, ассаламу доктор Душ. Вот, доктор Душ, вот. Жду сборов. Сборов жду. Шубул давал, цвишу. Ва алейкум салам, Адам грузинский. Витаю, Владимир. Так, Резван, алейкум салам. Им думаю, социалист. Доктор Дош, алейкум салам. Жор моя. Целую социалист. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум салам, Асанбек. WhatsApp не работает у тебя, говорит Резва. Работает у меня WhatsApp, Резва. Там номер поменялся. Тебе должно было прийти сообщение. Iron Man, салам маршал, Вош Аслан из Черкесии. Дейлер салам маршал, Iron Man. Салам Черкесия. Салам, братья. Аслан звук тетух. Звук тетух это. Так. Несущий миру, алейкум салам, лунный свету, алейкум салам. Санчкерия, воевух, дикреду, да, алмула. Да, алмула, у нас все отлично, все отлично. Да, алмула. Так, The Inside. Аслам, Пол Гоббл на этом стриме сказал, что проблема в империализме, а на предыдущей сказал, что проблема в русском народе. Нет, он имел в виду, что я как это понял, он имел в виду дело в русском народе, который носит вот эту идею империализма. Не в народах России, в них вида, а в империализме, имперстве, да, в фашизме, разновидности фашизма, как его Дудаев называл, русизма. И по большей части, подавляющее большинство носителей этого империализма, этой фашистской, человеконенавистнической идеологии являются русские. То есть не носят вот эту человека, они не носят, народы в России страдают вот этим империализмом. Если вы помните, еще там Пол Гоббс говорит,
такие слова, что во время коммунизма Пол Гоббл, известный, да, эксперт по СССР, ведь, он говорит, что во времена СССР коммунисты, те советские, совковые, говорили не столько о коммунизме, сколько об империализме. И сейчас та же риторика началась. Тогда прикрывались коммунизмом, свои империалистические вот эти настроения, взгляды. Сейчас же империализм прикрывался демократией. Но опять же, этот империализм, который насаждается КГБ, ФСБ, да, и другими структурами силовыми в России, но они также ложатся на благоприятную почву. Русский человек, как он себя называет, да, если вы заметили, русские говорят, русские люди только о русских. Чеченские люди, чеченский человек не говорят русские. Армянский человек или армянские люди не говорят. Могу сказать оскорбительно что-то и на армян, и, там, и на чеченцев, и на остальных там. Или американский человек. Только русские люди. Это всегда ставить во всем выше себя других народов. И вот эта человеконенавистническая идеология, русизм, очень хорошо воспринималась народом, благодаря чему она манипулировала этим народом, зная это. Да в этой системе ФСБ, КГБ, НКВД не всегда все, не все русские, да, и они всегда между собой язык находят, и они, хотя между ними тоже есть разделение, где даже в этих структурах. Конечно же, есть исключения, где там человек другой национальности, там старше по званию, на более важной должности, и он может, конечно, там проявить себя. Но если над русским, не русский может проявить. Но если же появится вопрос, русские или не русские, то, конечно же, какое бы звание, какой бы пост ни занимал, этот человек будет повержен, проиграет. Например, тот же Кадыров, который имеет там прямой доступ к Путину, там, скажем так, один из самых влиятельных нерусских, да, если не брать Суркова. Сурков, как бы, по факту он не русский, только если там по отцу где-то как-то, возможно, чеченец. По факту он русский, как он себя называет, политически он русский. Кадыров даже не имеет, проиграет в случае, если будет очень серьезное противостояние там, именно как русские и не русские. Потому что русский всегда преобладает. Это государство образующий народ, титульный, как они себя называют, народ. И вот всю ответственность, конечно же, несут русские. И русским нужно пересмотреть свои эти взгляды на это. Не только победить КГБ там, и установить демократическое, правовое, свободное правительство, но также нужно и в себе победить, как когда-то помогли немцам победить тот же нацизм. Та идеология нацистская проиграла, вторая, еще хуже даже, чем нацистская, она существует. И мы видим, вот она трансформировалась в такое демократическое, влилась в многие институты, и сейчас это реально угроза для всего мира. Для всего мира. Помните, когда-то Джохар Дудаев сказал, что если сейчас в Чечне не остановить взорвавшихся политиканов, то до гигантских масштабов, вот так растягивая слова, он говорит, и большая вероятность, что этот пожар может произойти от вирусов, от бактериологического оружия, от прямого применения ядерного удара, они никогда не посмеют. Но вот делать какую-то пакость где-то, чтобы вы
думали много лет, соображали, кто это мог быть, да, и так далее. И потом выяснится, что все-таки это они. Но уже будет время упущено, и могут погибнуть сотни и миллионы людей. Это правда. И вот об этом империализме и говорил Пол Гоббл. Я с ним, мне было очень интересно с ним говорить, на самом деле. После этого мы с ним говорили, после того, как интервью закончилось, мы продолжили говорить. Этот человек очень хорошо знает обстановку, и он прямо говорит даже неприятные вещи. И это тоже надо понимать. Как говорит Пол Гоббл, что когда начались вот эти проблемы, я говорю, почему нам не помогали? Я такой деловой заявляю, почему нам не помогали? Ну, кто мы такие, чтобы помогать? Мы 51-й штат США, или мы там что-то там можем дать Америке. У нас фактически нет ничего, чтобы дать. Фактически, вот, ну что, ту нефть, которую Россия высасывает, выкачивает, ее может там не так-то и много, даже если дать. Но при всем при этом я взываю к принципам, к свободе, принципам гуманности, на которые строится Америка, как они об этом заявляют. И как бы что ни было, не святая Америка далеко не святая, как ни одна страна мира, как ни один человек, да, мы как бы взываем. И он говорит, мы думали, возникало здесь, в Вашингтоне, возникали вопросы, говорит, наверное, это проблема арабского мира, мусульманского мира. И мне нечего сказать, понимаете? Мы же так и декларировали, получается, а арабский мир нам не то, что нас не признал, нам, Лига арабских государств, которая там очень сильный вес имеет, которая конкретно мешает Израилю в каких-то делах, противопоставляет себя Соединенным Штатам Америки, вот эта Лига арабских государств. Туда входят очень влиятельные арабские страны. Они ни разу не сделали заявление о нас. Они ни разу не то, что не помогли, не признали нас, там, принимали наших беженцев. Заявление, политическое заявление они не делали. То же самое сейчас происходит в Китае, и опять нету этих арабских стран. И вот Пол Гоббл говорит, а мы думали, это не вы исламское строите государство, не светское, где религия отделена от государства. И если вы такое строите, ну, и это правда. Хотя Пол Гоббл, он нам сопереживает, он нас понимает, но интервью получилось очень таким честным и немножко острым. Еще поговорим об этом интервью. Мне будет интересно знать ваше мнение, мне будет интересно знать ваши вопросы, которые вы бы хотели, что я бы задавал. У нас много американских друзей, очень много. И некоторые сейчас на пенсии, некоторые умерли уже, а некоторые еще в строю. Но, как говорит опять же Пол Гоббл, он говорит, мы должны. То есть мы должны об этом говорить. Когда говорят о Чечне, говорят, а что эта проблема еще существует? Прошло 20 лет, и мы не говорим об этом. Мы уже там, межгалактические войны ведем, там, побеждаем всех и вся. Ну, не говорим о самом простом, необходимом. Поговорим еще. Так что жду от вас вопросов, которые вы хотели бы, чтобы я задал Полу. Вы можете под этим видео, под интервью Пола Гоббла, там можете задать эти вопросы. И обязательно их соберу и обязательно задам их. И мы должны этот вопрос, конечно же, прийти к победе. В конце концов, мы это все делаем для того, чтобы достичь конечной цели. Не ради спортивного интереса, а чтобы была конечная цель. Должна быть победа. А если нам нужна победа, мы должны наносить удары точно по цели. Потому что ресурсов у нас мало, чтобы распыляться. Мы должны знать, куда наносить. Мы должны спрашивать у тех людей, кто в этом специалист. У нашего правительства, у иностранных, у друзей наших. Ну и сами думать над этим. Как нанести максимальный урон имперской России. Максимальный. Российская империя, фашистская, империалистическая страна должна быть развалена, уничтожена.
Она не должна существовать. Это зло для всего мира, для всего человечества. И только лишь поэтому мы говорим на русском языке, обращаемся ко всем. Так мы могли бы сами бороться с этим, потому что это сугубо наша проблема. Нет. Российская, фашистская, империалистическая Россия уже проблемой далеко не нас. Наша давно, и она угроза для всего мира. Фриман, антипутинизм. Русский народ стал орудием преступлений этой империи. Абсолютно верно. И причем этот русский народ, при всем том, что он имперский и так далее, при всем при этом в процентном соотношении, наверное, равными с потерями в советских народов, да, входивших в советские народы, можно сравнить только с нами, с чеченцами. Вот такие потери могли сами русские понести в процентном соотношении. И при всем при этом они до сих пор поддерживают и любят свою власть. Это просто феноменально. Так. Адам Грузинский. Аслан, как мы знаем, Российская Федерация на грани великого шухера и развала. И ясно, что Российская Федерация начнет распад на мелкие республики. А что мы будем делать вкратце о наших действиях? Расскажи, Аслан. Адам, я, конечно же, не знаю всего, чего есть, конечно. План есть, у нас есть стратегия, план полностью не написан, не расписан, у меня, по крайней мере. Но есть приблизительное представление, и, конечно, когда мы придем к конкретному решению задачи, это займет максимум месяц или два, чтобы составить просто мощнейший план. Конечно, по идее, это полгода нужно будет хорошо разработанный план нам составить при помощи умных людей. До мелочей все рассчитать. И для этого нужны какие-то благоприятные условия, да, что вот сейчас уже можно, уже начинать можно. Ну, пока я не знаю таких вот благоприятных, тенденции есть, абсолютно стопроцентно произойдет наша деоккупация, и этот план нам потребуется. Но пока вот мы можем только вот сейчас наблюдать и констатировать, что вот там обвалы происходят, там обвал российской этой системы империи, когда мы сможем уже заявить о своих правах. Пока же можем только, как я говорю, констатировать, наблюдать то, что происходит, ну и всячески наносить максимальный урон. Как это произойдет, в принципе, я об этом говорил, мы должны будем попросить помощи у западных стран. Я считаю, у ООН, у Организации Объединенных Наций. Если эта организация нам не поможет, допустим, то вот как, опять же, в интервью Пола Гобла, организация ООН, Организация Объединенных Наций, она уже как бы себя изжила. Нужна новая организация, новое образование, куда ни в коем случае не должна быть впущена Россия. Вообще ни на каких, только вот на рядовой состав. Все, никаких больше прав вето, особых каких-то полномочий и так далее быть у России не может, в принципе. Не должно быть, по крайней мере. Мы должны попросить помощи, и мы об этом заявляем. Я, например, вот именно этим и занимаюсь. Я прошу помощи я писал петицию, если вы помните, мы распространяли ее, посылали ее везде, где просим взять под протекторат ООН, чтобы государства объединились, создали контрольную комиссию, как когда-то была ОБСЕ комиссия, которая наблюдала за войной, агрессией русских против нашей страны.
Вот такого же плана должна быть комиссия, которая должна стать посредником между разными международными институтами и нами, и чтобы мы могли избрать парламент, избрать президента, и какое-то время, чтобы мы смогли как-то там судебную систему наладить, армию, полицию, в первую очередь полицию, в период даже президентских выборов и парламента, потому что это все нужно будет организовывать. Но это большой трудоемкий процесс, который должны делать много людей. И представление, как это делать, у нас отлично имеется. Опыт других стран изучается, наблюдается, как другие страны это делали. Ну, вот такого вот плана. Пока, чтобы уж не делать все там прекрасным, все не так прекрасно, как хотелось бы. Но это дело времени, все изменится, да, Алла. Так, Хамзат Гилай, Аслан, ты отлично провел с Полом диалог. Все вопросы важные для нас. И в точку задал. Дересхуль Хамзат. А, Маждада, конечно, Аслан, у западных стран кто нам еще поможет? Где нас еще приняли, кроме как, как Запад? Совершенно верно, Маждада. Западные страны, вот как вы слышали, и я с других источников узнаю, нам хотят помогать. Но нет людей, кто просит о помощи. Понимаете, если у вас, вас ограбили, если вас избили, то вы идете в полицейский участок и пишете заявление. И только после этого полиция реагирует. Причем вы должны это заявление написать в установленном законом порядке. Если вы нарушение даже в этом произвели, могут даже отказать вам и не рассматривать ваше, да, или вы устно там скажете, допустим, я говорю, хотя устно полицейскому это уже тоже является заявлением. Но точно так же и в нашем случае. Они сидят, и им все окей, да, их никто не беспокоит, у них все нормально. Вот как только начинается беспокойство, эти государства, они очень ценят репутацию, они очень ценят права человека. И это не пустые слова. Я живу в Германии, и я это вижу. Государство не вмешивается вообще в ваши личные дела. Пока вы не переступите закон, государство не вмешивается вообще. Ты не видишь, ты полицейского увидишь, ну там, проезжая где-то на улице. Никто, ваш бизнес не пытается там как-то на вас там деньги вас содрать там или взятку с вас взять, да? Хотя налоги тут тоже очень строго все это следится, да, потому что любителей халявщины тоже хватает, да, и преступность, она везде есть. Точно так же здесь есть права у людей. И вот помните, в Сирии, когда беженцы поехали, это, я это навсегда запомню. Когда огромное количество в Гамбург приехало, сирийских беженцев, и так как их был большой поток, их негде было расселить. И расселяли в торгово-выставочных центрах, которые пустуют, там, или где если не пустуют, их освобождают, вешают занавески и ставят кровати. Ну вот в таких условиях. Главное, чтобы люди на улице не оказались. Вот. И я помню такую картину, как-то утром стоит очередь, в 6 утра может быть, нельзя приносить еду было. Немцы могли, местные жители могли прийти в этот лагерь, так называемый, и дать что-то, да, ну, там, пообщаться. Но нельзя было и приносить еду этим людям, потому что были разные там моменты нехорошие, и еду было запрещено носить. Так вот, утром немцы вставали и шли в этот торгово-выставочный центр, где расположены эти беженцы, и очередь стояла из людей, молодых, чаще всего пожилых, которые со стиранными своими вещами приходили дать этим людям одежду. Свою одежду постирают, погладят, и она уже сложена аккуратненько, приносят, отдают детям игрушки.
некоторые немцы забирали всю семью, мужа, жену с детьми к себе домой, чтобы они могли искупаться, поесть домашней еды, побыть вот, в домашней атмосфере, потому что люди сделали большой переход. И это в 6 утра немцы собирались. И это для этих людей, я что хочу сказать, гуманизм, права человека, здесь не пустой звук. Здесь реально есть плохие люди, и как везде. Но здесь большая часть людей, они, у них другие ценности. Они, тебя испугать, это не считается какой-то удалью, успехом. Унизить, избить тебя, это не считается чем-то достойным. Это считается нехорошо. Вот такого вот плана страны, которым мы правильно должны просить о какой-то помощи. Потому что без этой помощи народ находится на грани уничтожения. У нас исчезает язык, над нами совершен акт геноцида, жесточайший, 300 тысяч, треть нашего народа убито. И при всем при этом над нами сейчас проводится эксперимент по внедрению вражды на века между нами. Он уже в принципе осуществлен. И без посторонней помощи финансовой, юридической, другой, правовой, там, материальной, медицинской, в том числе медицинской, которые нам здесь оказывают. Вот эти люди, не мусульмане, по большей части не мусульмане, эти все люди нам оказывают огромную помощь. И вот мы должны также просить этой помощи. Кому-то, да, как мы будем просить, мы там все такие гордые. Ну вот, мне кажется, у всех стран, у всех народов бывают разные ситуации в жизни, в истории этих народов. И это нормально, опираясь на международное право, опираясь на наше доброе имя. Ведь если мы гарантируем что-то, да, помните, Джохар Дудаев сказал, когда он сидел там с Грачевым, с другими русскими генералами на переговорах, что мы очень хорошие и надежные друзья и очень хищнические враги. И в этом плане мы должны вот первую часть Джохара вспомнить, потому что Запад нам не враг, он нас не убивает. Мы должны быть надежными. А если мы же знаем, какие надежные у нас бывают надежные, из надежных надежные, мы же это знаем. И мы должны гарантировать им, мы должны им быть понятны, надежны, чтобы завтра мы не плюнули руку, которую нам протянули, так как сегодня мы нуждаемся, мы нуждаемся в этой помощи. Азнех санчох, нуждаемся. Может, кто-то со мной не согласен. Мегер, давайте дальше тогда к вашим вопросам. Так. Мы в разных мирах, говорит Влад Сепиш. Я не знаю, Влад, в каком ты мире. Так, Руслан Серебрин. Асан, как ты относился к Борису Немцову? Ну, к Борису Немцову я я считал его самым адекватным из неадекватных. Да, из русских, из врагов он был самый адекватный. При всем при этом Борис Немцов, знаете, как я мерю, вообще, мой маркер какой, я люблю быстро выводить свою формулу. Если были взрывы домов, о которых теперь я буду говорить во все стримы и всегда, если были взрывы домов в 99 году, и Борис Немцов после этого как-то общался, да, тот же, например, сегодняшний премьер-министр, бывший премьер-министр при Путине, Касьянов там, да,
Козак, который сейчас в Украине там бандитизмом занялся. Вот эти люди, они для меня, ну не могут они быть до конца честными и объективными. Кто эти в 99 году взрывы не признал за фашистами, потому что фашисты были задержаны. Два ФСБшных террориста было задержано русской национальности, как я полагаю. Для меня вот так. Я дружу, общаюсь с братом Немцова, двоюродным братом Бориса Немцова, он живет в Берлине. У нас с ним хорошие отношения, мы бываем на митингах постоянно. Мы про Немцова, в принципе, так особо с ним не говорили, там есть только немного обсудили кое-что. Но Немцов был один более адекватный из этого Мордора, из этой фашистской имперской России. И Немцов не мог быть другим, потому что даже если он думал бы по-другому, если он говорит, политик, он же на то и политик, чтобы всегда находить там какие-нибудь компромиссы, скажем так. Поэтому, ну, такое нормальное отношение. Хотя, конечно же, я помню его, эту историю, как одиозных, как он называет, командиров нужно, боевиков нужно уничтожить, там, разделить Чечню на горную равнину и так далее, и так далее. Так, пойдемте дальше. Адам Грузинцев, Фрэнсис, если бы не помощь Запада в 99-м, 2003-м, 2004 люди голодали бы в Чечне. И это факт. В то время люди не шли в сотрудники, и работы такого не было, а голод был. Да, Адам, совершенно верно. Если вы помните, гуманитарный Красный Крест, другие организации, помните, сколько помогали? Сколько людей это спасло? Реально спасло. Люди просто хлеб получить. Ведь мы не только, как нас называют, там, боролись с контртеррористической операцией, и мы как бы ну, не были ни в чем, ну, народ, простой народ, мирный народ, не был ни в чем замешан, не страдал. Ведь везде мы страдали. В Ингушетии, и Дагестане, про другую Россию вообще говорить нет смысла. Везде было очень жестко. И самое лучшее место это была Ингушетия. И там некоторые места, Дагестан был. Но стоило чуть-чуть разойтись, или там какая-то спецоперация проводилась, и прочим, как против ингушей тоже, мы очень сильно страдали, нас убивали, похищали, пытали, ну все было. Поэтому в это время, помните, гуманитарные помощи, которые еду давали, все же прекрасно помнят, это же было самое тяжелое время, хотя время и в самой мне тоже было тяжело. Запад нам очень сильно помог. И если это мы не признаем, ну это отрицать очевидные факты, просто не требующие доказательств, как говорят. Или почему дочь какого-нибудь депутата Бундестага не заявляет, что она султанша? Ну, да. Анзорино, что это за народ, который позволяет руководить собой людям уровня лагерных сук? Джахар Дудаев. Я просто полностью согласен вот с этим выражением. Абсолютно. Кто имеет представление, Джахар Дудаев прекрасно имел представление о том, что происходит в России. Именно русскими управляют вот люди уровня вот этих лагерных сук. Это есть такая категория людей. Самая гнилая категория людей. Вот этим русским народом управляют вот эта категория людей. Что это за народ? Почему они позволяют? Почему они позволяют над собой так издеваться? Фриман антипутинизм. После гибели Джахара в руководстве ЧРИ оказались политически безграмотные люди. И это нанесло огромный ущерб чеченской государственности и чеченскому народу. Здесь я тоже с тобой согласен. Фриман антипутинизм. Согласен.
Так, Ичкерия Лайв, делитесь видео и подписывайтесь на реалити. Вильпес Инкульта. Эх, Адам, помню я эти времена. Люди действительно выживали. Халхан Ера. Халчува Ерхан Бадыгдич. Чеченский след. Я во всем с тобой согласен. Айду Давлетук. Салам алейкум. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Ва алейкум салам. Аду. Так, Хехос, Хехос. Аслан, ответь, пожалуйста, как ты думаешь, русский народ понесет ответственность за поддержку преступной системы, как ответили германцы после Нюрнбергского трибунала? Я посвящу свою жизнь этому. Я не знаю, он понесет или нет, но я всю свою жизнь буду требовать этого ответа. Сколько мне не отведено. И я должен сообщить, что каждый чеченец должен это требовать. Мы не должны воевать. Мы воевали не ради того, чтобы показать, какие мы крутые воины. Мы воевали не для того, чтобы попасть в рай. Да, эту войну начали, чтобы народ весь стал шахидом. Нет, мы воевали, чтобы быть свободными. И любой целью мы должны прийти к свободе. То есть к защите наших прав. Прав всего народа и каждого в отдельности. Уже каждого в отдельности мы должны внутри своей страны установить такие гарантии. Сейчас же мы должны получить права всего народа. И вот мы каждый, пока не потребует этого восстановления наших прав, всю нашу жизнь, мы если пока не будем требовать, этого может не произойти. Потому что Россия совершала огромное количество преступлений, как против своего русского народа, так и против других народов. И пока она не понесла ответственности. Она не понесла ответственности ни в 45-м, никто не осудил наравне, а наоборот с ними договорились. Ни в 91-м, ни вот есть вероятность избежать вот и сейчас. Под разными видами, да, изменить страну, бежать, там еще что-то сделать. Но мы должны требовать от рядового военного преступника до президента так называемого фашистской империалистической России Владимира Путина. Здановича, Патрушева, Шойгу, Рушайла, Ходорковского, Лужков умер недавно, Коха и далее по списку. Так, лунный свет. Как найти? Так, это не мне. Хамзат Килу, ассаламу алейкум. Опоздал чуток, говорит. Ва алейкум салам. Отдыхать поехал или по делам? И то, Хамзат. И то. Так, Крешхат. Ассаламу алейкум, Аслан. Салам машал ду массу бусал бнере. Ва алейкум салам, Крешхат. Влад Цепиш, я в ужасном мире, ужас без конца. Салам из Кадыровской Чечни. Да, из оккупированной Чечни, да? Ну, не говори, где ты, Влад. Лучше Цаэла воля дон. Даже если ты русский, лучше не говори. Там ты пострадаешь, если ты будешь говорить плохо. Так, Хамзат Гилар, Аслан, взорванные Путиным дома – это смертный приговор для Путина и козырный туз в руках чеченцев. Пол подтвердил мои стопроцентные убеждения в этом. Я тебе как-то писал об этом. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Это очень тяжкое преступление. Преступление, оно не только важно своей тяжестью, которая беспрецедентно просто подтверждает причастность вот, это расследование, которое проводили до нас люди, в том числе там, Александр Литвиненко, который поплатился своей жизнью за это расследование и за другие свои расследования против вот этой бандитской группы лиц, которые возглавляют Россию. Это очень подлый и коварный шаг был не только по отношению к нам, чеченцам, но это была беспрецедентная подлость, новейшая, по крайней мере, истории, да и конца вот, Советского Союза. Таких преступлений против своего народа КГБшники давно не совершали.
Вот так, да, они развязывали войны, они проводили испытания на своих там людях, в том числе там гнобили их в лагерях, но вот так подло заложить бомбы, женщин, детей без разбора, а, убить более 300 человек, это просто выходит за все рамки понимания просто. И это очень важно, да. Я об этом тоже давно говорю, пишу. Русские этого боятся, эта тема очень опасная, за это убивают. И, кстати говоря, по этой теме я определяю, насколько искренне, хотя не 100%, если человек признает эти террористические акты, взрывы 99 года домов, а, но по этому тоже как маркер можно определить. Например, вот эти разные там, журналисты, как она, есть такая русская журналистка, рыжая такая, забыл ее фамилию. Короче говоря, она очень сильно ругает Путина, но почему-то про взрывы она говорит, не-не-не, это не Путин, это не Путин. Это такая тема табу, и русские боятся ее очень сильно, говорят. Латынина, совершенно верно. Спасибо, Баркал. И они этой темы очень боятся. Она очень щекотливая, очень опасная тема. Но мы трудностей не боимся, поэтому мы, конечно, будем говорить об этой теме. И теперь будем еще больше прилагать наше внимание, наши усилия на эту тему. Везде, и вас призываю тоже, как можно больше распространять информацию. Об этом много есть видео. Распространяем, называем вещи своими именами. Находим русских, я искал русского, который бы со мной вместе поднял этот вопрос, настоящего. Не симулякра, который мне зашлют, который начнет там со мной заигрывать и манипулировать, да, этой темой, а настоящих русских, которые реально готовы вот, за это бороться. Потому что это было убийство более 300 русских женщин, детей, в первую очередь, и потом уже убийство нашего народа, обвинив нас в этом. Так что вот будем работать. Когда ума дац, вся жизнь впереди. Так, Магомед Бадиев. Ассаламу алейкум, Асан. Наше спасение у нас самих. Соблюдать адаты в войнах. Барт, Эздал, Уллах, Динал. А потом остальные народ Кавказа пойдут за нами. Ва алейкум салам. Конечно, это обязательно. Мы должны сохраниться в своей уникальности. Каждый народ, каждая культура, она уникальна и прекрасна по-своему. И каждый должен ее сохранить. И ничего в этом плохого нет. Да? Ну, если ты, пытаясь сохранить ее, не уничтожаешь другие культуры, сохраняй. Да? Мир огромен, его хватит для всех. Мы все поместимся под солнцем. Так, я немного перемотаю ваши посты. Алды, Аслан, как думаешь, почему оппозиция молчит про взрывы домов? Знаешь почему, Алды? Потому что она не настоящая оппозиция. Нету настоящей. Я не видел. Вот я ездил весь в надежде, что я увижу. Я и увидел там, конечно, настоящих свободных русских. С русских людей. Вот этих людей можно называть свободных русскими людьми, которых я видел на форуме «Свободной России». Но руководство, там вообще, это было позорище просто, что там творилось. Русский фашист, у них правозащита, это вот просто издевательство над здравым смыслом. И нету настоящей оппозиции. Есть отдельные люди, да, отдельные люди там, кому я, например, верю, да, это Сотник, например, Александр, Пьянтковский, Илларионову, да, доверяю в какой-то степени, да, другим доверяю в какой-то степени. Но вот остальным вот на этом форуме я как бы, из руководства практически вообще не верю. Ходорковский там каким-то боком. Потом друг Ходорковского финансирует все это дело. Финансы, конечно, нужны, но туда я помню, как вот этого его Ходорковского
напарника или подельника по делу ЮКОС Невзлина, как туда пропихивали, на этом голосовании я присутствовал. И понимаете, здесь такая ситуация, в случае, если Россия ослабнет, режим путинский ослаблет, вот тогда мы перехватим инициативу, возьмем там все в руки, и мы демократы. И на самом деле они не демократы. И мы должны опять же этому Западу донести, до Запада. И именно потому, что они не настоящие, не искренние, они не поднимают вопрос этих взрывов домов, на мой взгляд, я так считаю. Есть люди, конечно, которые об этом говорят. Даже в России есть люди об этом, которые говорят на сегодняшний день. Но их мы не слышим, и мы должны с ними налаживать тоже контакт, как налаживать с американцами, с немцами, с французами, также и с нормальными русскими. Потому что от русских нам опять же никуда не деться. И даже я бы сказал такую вещь, немного крамольную, если мы себя правильно показываем, правильно мы себя позиционируем на какой-то ситуации, мы можем сделать так, что те, с кем мы ведем диалог, они являются легитимными. Вот на такой уровень мы можем себя поставить, что те русские, россияне, которые есть, с кем мы ведем близкий контакт, доверительный, деловой, то эти люди могут быть через нас представлены Западу, Соединенным Штатам Америки. И это тоже правда. Но есть русские, которые воротят от нас нос. Ну, вы же там чеченцы. Вот радио «Голос Америки», по-моему. По-моему, это был «Голос Америки». На первом форуме, куда я поехал, форуме «Свободной России», я разговаривал с одной журналисткой. И этот человек работает на радио «Свобода». И он мне говорит, ну, там о чем-то мы говорим, я рассказываю, как там путинский режим плох, как там, ну, ужасно, что происходит, Кадыров там убивает людей, пытает людей. Я об этом говорю журналисту. И в этот момент она мне говорит, ну это не интервью, мы с ней просто общаемся. И она мне говорит, ну почему вы же такой дерзкий и смелый народ, почему вы его не свергнете? И это мне говорит русская журналистка, работающая журналистом много лет, это взрослая женщина, старше даже меня, наверное. Да и, ну, было не очень приятно услышать от журналиста, что как вы не свергнете. Как будто 20 лет геноцида, войны, террора против нашего народа, убийства 300 тысяч, как будто нет. Вы же такой сильный народ, она мне еще говорит, вы же, ну, свергните его. И получается, русские против Путина, которые за демократию русских, они рассчитывают, что мы будем свергать Кадырова, которого Путин поставил себе на службу против вот генералитета русских, которые боятся рыпнуться против Путина, потому что у него есть очень хорошо подготовленный вот этот ПОП, путинское охранное предприятие, вот эти попы в лице Кадырова и его банды. Вот такая вот ситуация возникает. Да? Они рассчитывают, что мы пережившие геноцид, а они сами не могут. И тоже надо понимать, что наоборот, они будут стоять в стороне, а мы будем говорить, нет, так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны каждый должен вклад нести. В первую очередь, конечно, этот вклад должны сделать русские. Потому что они несут самую большую ответственность за это. Так, лунный свет. Благодаря таким, как Аслан, за рязанский сахар знает уже весь мир. Как не пытался Кремль врать, правду не скрыть. Да, об этом уже много кто знает, но я, конечно, об этом тоже много говорю и буду говорить. Правда, в последнее время начал чуть-чуть меньше об этом вспоминать, но надо. И украинцев я призываю. Это самая болезненная тема для России. Убийство своего народа. Это говорит о нелегитимности Путина. Я еще года 2 назад на радио Маршу говорил об этом. После этого этот режим, все действия, которые принимались Путин, они становятся нелегитимными.
Это основа основ. Путин пришел к власти незаконно, это захват власти. И все решения, принятые с 99 с 2000 года, с момента этих взрывов, когда он поднял народ, свой рейтинг вот, взрывами, убийствами, да, мы их называем взрывы, это убийство женщин и детей, своих русских. И это очень важно, очень важно. Так, как найти? Аслан, вопрос Гоглу. Что для Запада важнее? Экономика, покупка энергоресурсов или права человека, права нации на самоопределение? Я тебе скажу, как найти. Это, конечно же, в первую очередь значение имеет экономика. Потом уже права человека. Но декларируются, конечно, права человека, но когда туда вникает экономика, то на некоторые вещи закрывают глаза. Как, например, на геноцид чеченского народа. И русские, зная прекрасно, как Запад отнесется, если мы начнем вести всемирный джихад, захватывать Иерусалим, там, помогать диктатору Саддаму Хусейну, даже морально. Помните, какой ажиотаж был в республике, когда там война была, первая война, по-моему, в Ираке против Саддама Хусейна. Чеченцы вешали портрет Саддама Хусейна, что он какой-то бедный, пострадавший от американцев и так далее. И человек был диктатор, который газом убивал курдов, целые народы, деревни он убивал. Убил несколько сот человек этим газом. Это нас болванили, и мы велись на эту пропаганду. И мы не должны продолжать. Да? И говорят, ну, не нужно американцам помогать Талибану, с которым они в Афганистане, например, столкнулись. Зачем? Вот сами вы, чеченцы, на месте американцев. Это христианская маленькая страна, США. И вы очень сильные. И к вам приходит христианин из них, говорит, ну они очень сильно бьются. И они правы, эти христиане. Дерутся они с какими-то безбожниками. Вот приходит к вам этот представитель этих христиан и говорит, ну, Ичкерия, вы же сильная, вы же великая держава, помогите нам. Что вам стоит? Мы будем верны заключенному с вами договору, вечно. Помогите. Вы сказали, ну иди христианских стран попроси. Завтра ты против меня начнешь воевать. Мы же так подумаем, правильно? И они имеют право так подумать. Это есть такие вещи, которые надо взвешивать. Короче говоря, вот так где-то, как-то так, как говорится. Так. УНСЦЛС. Люди, которые голосовали за воров, неудачников и военных преступников, не являются их жертвами. Они соучастники всех преступлений, которые совершил Лилипутин. Совершенно верно. Хехос дел рейс хуй асна жваптала. Жваптала, дерез массар нахуй. Асан, где можно найти ролик, где Путлер объявил о закрытии коридора гуманитарной помощи в Ичкерии? Я сейчас тебе не скажу, Айронмен. Я где-то видел, у меня, наверное, он где-то есть, но я сейчас тебе не подскажу. Риф. Самолеты по 20-30 штук стаями летали, бомбили села, города, трусы, сколько детей погибло. Да, это тоже правда. То, что сейчас делают в Сирии, надо учитывать. Смотрите, мы сегодня, имея видео, картинку, интернет, мы сегодня видим, что происходит в Сирии. Вы видите, как сравниваются города, как уничтожаются больницы, школы, мечети, бомбятся русскими и асадовскими фашистами. Но представьте на минутку, это происходит не там, куда нужно авиации или кораблем несколько недель доставлять военную технику, боеприпасы, живую силу, еду, амуницию и так далее. А это проходит внутри практически полностью, с маленьким там зазором, там, как граница с Грузией у нас, находится внутри, вокруг полностью нас Россия. И вот это происходит без ограничения страной, которая совершает
которая готовилась к горячей Третьей мировой войне, это страна, у которой склады, ну просто миллионами снарядов забиты, миллиардами патронов, оружия девать некуда. Это нескончаемые вот это все, вот эти вылеты были. В Сирии там где-то может быть топливо закончится, бомбы закончатся. Здесь ни с тем проблем не было, ни с самолетами не было. И вот это все мы пережили. Вот то, что мы видим сейчас в Сирии, вот в десятки раз хуже. Причем театр военных действий, как говорится, да, расположен на большой территории в Сирии. Соответственно, туда нужно больше бомб на квадратный километр. Да? А Чечня, она меньше, и, соответственно, еще легче закатать, как говорится, в асфальт. Было. Вот что мы пережили. И нам говорят это забыть, и давайте начнем с нового листа. Пошли вы к черту. Так, поехали дальше. Эд Мамедов, салам Асам, ты можешь спросить у Пола написать письмо в Конгресс США? Салам, Эд. Да, конечно, могу, конечно, могу, и думаю, мы так и сделаем. Мы так и сделаем. Есть тут кое-какие. Я хотел прилететь туда, и уже там хотел провести небольшую работу. Ну, посмотрим. Конечно, это очень важно. Адам Грузинский, Витпес, мне в то время было так. Поехали дальше. Латынина Хехос говорит. Латынина журналистка тварь. Есть такое. Есть. Так. Так, я перемотаю, ух, вы много наговорили. Так, давайте начнем. Чечня не Россия. Сегодня... Так, пропустим этого. Чечня не Россия. Машволь. Унцицаз. Руслан, от размера бицепса пуля траектории не меняет. Вы что тут уже друг другу пули посылаете? Руслан Серебряный, вы видели, как боец Хабиб смотрел на Путина? Восхищение во взгляде. Он, наверное, долго тренировал этот взгляд. Так, Маждада. Иерусалим захватить Явайдит Аслан. 9000 раз захватили. Правда, виртуально пока. Даже палестинцы не знают, столько о себе, сколько мы знаем о них. Так. Маулют Алтунташ. Война, голод и постоянный террор меняет мышление людей. Своим террором и пропагандой Путин поменял мышление всех народов России. Да, ну, очень сильно произошла деформация. Это правда. Хехос, Асан, как ты думаешь, братья Царнаевы были завербованы кремлевскими вербовщиками, салафитами? Я не знаю, если честно. Я знаю, что в Дагестане, Бехмобилаш, я знаю, что в Дагестане были группы, которые были полностью группы, и которые состояли из работников российских силовых структур. И я знаю, что старший брат был, у него мама с Дагестана, дагестанка, и он был в Дагестане, он, по-моему, в Чечне там несколько раз всего был. Они сами в Казахстане, по-моему, родились или где-то там за пределами нашей страны. И когда он ездил к родственникам мамы и жил в Дагестане. И там он контактировал с разными с этими ребятами. И, и я так думаю, что это была целенаправленная такая акция, примененная против вот,
знаете, как обычно ФСБ же не делает одно действие. Действие несколько. Всегда цель, когда происходит что-то, всегда преследуется более одной, там, двух, трех и более целей преследуется. Если вы помните, тогда я обратил внимание на один важный момент, когда убили, вот этот теракт прошел, потом нашли братьев, одного убили, второго арестовали. Вышел мужчина, Руслан Церни его звали, представился дядей, это ребят, и рассказывал. И этот человек как-то был связан, я вот сейчас не помню точно, или я это где-то читал, или это в прессе, ну, видео я видел, что он как-то был связан с американскими спецслужбами. Там чуть ли я его деталей не помню. И у меня тогда мысль возникла, а не сделано ли это, чтобы, во-первых, дискредитировать чеченцев, которые все-таки добивались как-то там своего, да, и это очень сильно ударило по нашей репутации. Хотя американцы, они не глупые и быстро разобрались, что мы, как народ чеченцы, не имели к этому отношения. Даже если это совершил чеченец. Это как нанесение репутационного ущерба нам, чеченцам, потом нанесение ущерба вот этому Руслану Царни, которого племянники оказались там радикалами ярыми. Ну, это, ну, которые смертниками стали. И за что? За войну в Афганистане, в Ираке или там за что-то они там. Я так и не понял, какие требования были. Но сам факт, что было убийство совершено женщин и детей. Хотя он был в Дагестане, и Тамерлан дал геш дольцун, дал волю хорду, цудинак худу. У него был прекрасный шанс именно против людей, которые убили 300 тысяч его народа и дагестанского народов тоже очень много убили. И в эту войну, и до этого в войнах. Что вот не против мирных, а против военных, когда он был в Дагестане. Он мог применить все свое желание, стремление. Но что случилось, то случилось. К сожалению, я считаю, что они были использованы в темную, потому что такие вещи в темную не будут. Но вот я вижу, как это можно сделать вот на сегодняшнем примере, как это происходит. Просто людей вот так оболванивают, и они абсолютно убеждены, там, например, что мы им враги, они говорят уже американцы, которые воюют в Ираке, воюют в Афганистане, еще где-то. Даже и нас могут вот так поставить. Абсолютно искреннего человека можно подготовить, уже готовиться, там много говорится, там, например, про нас, и совершить такое. Вот в этом они специалисты. Именно поэтому нужно прекратить существование фашистской России. Потому что она угроза бактериологическая, биологическая, террористическая, ядерная, ну вот любая. Любой террор они способны. Ресурсы у них для этого есть. Пойдемте дальше. Он социалист. Руслан, когда ты сказал боец Хабиб, вспомнил про пулю. Да. Аслан, ты делаешь больше, чем просто блогер. Я бы сказал, что почти Министерство иностранных дел. Нет, я не делаю ничего. Ничего я не делаю. Я говорю только то, что вижу. И это ничего сложного в этом нет. Вы каждый можете это сделать. И было бы хорошо, если бы появлялись люди, с которыми мы вместе могли взаимодействовать. Руслан Исаев, Аслан, как у вас там стоят дела с коронавирусом? Есть зараженные? Лерлушхил. Да, зараженные есть коронавирусом. Я не знаю, что это такое. Это искусственно сделано. Если это искусственно сделано, то 100%, как сказал бы Владимир Буковский, уши растут из Кремля или из Лубянки. Если это искусственно, если это не естественно такой произошедший всплеск вот этого вируса,
то большая вероятность, что это могли сделать русские. Потому что русские спецслужбы это абсолютнейшее зло на земле. И я считаю, что это могли. Но я не буду ничего утверждать, потому что мы не знаем. Но меры принимаются беспрецедентные. Школы закрываются. Например, вот сейчас Чехия, в которой я сейчас нахожусь, с понедельника будет полностью перекрыта. Полностью с воскресенья ночи на понедельник премьер-министр заявил, что все закрывается. Поэтому можем мы здесь на месяц застрять. Да? Ну, в принципе, у нас здесь дел хватает, можем этот месяц заниматься этими делами тут. Так, в Германии происходит то же самое. В Германии школы закрываются разные большие крупные мероприятия, где будет скапливаться большое количество людей. Говорят, я сам, правда, не слышал, что Ангела Меркель сказала, что до 80 немцев могут, жители Германии могут заразиться. Но посмотрим, насколько это все серьезно, и посмотрим, насколько готова современная цивилизация, которую построили, скажем так, европейцы, да, западники. Посмотрим, насколько она сильна, выдержит ли она, да, здесь медицина на сегодняшний день в мире на самом лучшем уровне, да, медицина. Но это не значит, что она всесильна. Медицина, она медицина, здесь люди умирают так же, как везде. Но, конечно же, здесь намного все четче, слаженнее и профессиональнее. Посмотрим. Интересно будет посмотреть, как выстоит. А если выстоит, и если это все правда, как говорят, или... Ну, во-первых, это будет очень сильно мобилизовать народ. Потому что угроза со стороны ФСБ, она очень серьезна. ФСБ, ГРУ и России, она очень серьезна. Мобилизует, я надеюсь, обойдется без больших жертв. Но серьезно, за мои годы жизни я такой беспрецедентное действие я не наблюдал никогда. Чтобы прекращались работать школы, ну все прекращается работать. И первые лица об этом говорят. Дональд Трамп об этом говорит. Ангела Меркель об этом говорит, здесь в Чехии премьер говорит. Ну, все самые первые лица, это говорит о серьезности намерений. На границе Чехии и Германии я часто здесь ездил, и никогда не было никаких проблем. Никто никого, ну, проезжаешь, только видишь иногда машину немецкую, полицейскую, да, и то последнее время, раньше ее не было видно. Сейчас же, когда въезжаешь в Чехию, проводится проверка, тебя проверяют твою температуру, именно вот с немецкими номерами машины, не с чешскими номерами. Их отводят в сторону, вас там весь там в комбинезоне человек подходит, вас проверяет. Ну, вот такого плана. Меры, конечно, серьезные. Посмотрим, что из этого выйдет. Зараженные есть, Руслан Исаев. И погибшие тоже есть. Асланбек Тутаев. Мы должны быть готовы к развалу Рашки. Может, через Пола сделать какую-нибудь официальную школу подготовки в таком каком-нибудь перспективном направлении для нас. Да, Асланбек Тутаев, у нас есть, вот у нас во Франции там есть наш друг, который организовал, учредил Чеченский институт в Париже. Но для этого нужны ресурсы, нужны много работы нужно. Работа не ведется. Помните, вот в Берлине на конференции Хусейн сказал, что работа есть везде. Вот все, кто в зале сидит, он говорит, там несколько сот человек находится. Он говорит, для вас всех есть работа. Валлахи, это правда. Для всех есть работа, для всех есть чем заняться. В любом городе, в любой стране, особенно если вы живете в столице какой-нибудь там, да, даже не в столице, всегда вы найдете нам сочувствующих, нашим взглядам, да, нашим принципам, свобода,
демократия, права человека. Вот если вы находите людей, это значит, мы дальше развиваемся, и нам это все нужно. И ему надо, возможно, через полгода, через год, как там Закаев как-то там сказал, что 2-3 года может измениться все. Возможно, это займет, как говорил Джахар, 50 лет, еще в 95 году. Да, соответственно, до 45 года, да, еще 25 лет потребуется. И мы в середине только пути. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Главное, Ичкерия, она навсегда. Ичкерия forever. Она будет вечно, пока существует вот эта структуры, система в мире государств. Может, какие-нибудь изменения произойдут в мире, но мы сформировали государство, которое оно будет до того времени, пока существует государство. То есть, наверное, вечно, да, до судного дня, да, свое наше национальное чеченское государство, в котором могут жить все люди. И все люди будут иметь равные права с чеченцами, кто проживает на этой территории. Да, Аллах. Знание Машу, говорит Риф. Да, это правда. Руслан Серебряный. Асан, как ты думаешь, событие 11 сентября в Нью-Йорке стало переломным в нашем деле, не в нашу пользу? Абсолютно, абсолютно я в этом убежден, Руслан. Это стало переломным моментом, и об этом многие говорили, да, наши друзья, да, они говорили, вот с тех пор, уже, когда уже нужно было готовиться к войне, когда уже надо там, Ираке уже там ведется, там, потом в Афганистане уже ведется, и уже, ну, какая Чечня, какая Россия. Именно для этого, я считаю, были совершены нападения 2001 года, 11 сентября, как говорит бывший очень осведомленный, бывший депутат, бывший большой чиновник 90-е годы, Боровой Аркадий, нет, Боровой, Константин Боровой, он говорит, что в 99 году, за 2 года, за 1,5 года до этих нападений на небоскребы в Нью-Йорке, к нему пришли сотрудники ГРУ и сказали, что вот готовится вот такая тема. И он об этом сообщил посольству Соединенных Штатов, потом полетел в Америку и сообщил там ФБР, замначальнику, какому-то большому чиновнику ФБР, что будет. За 2 года до этого, что готовятся люди, которые на самолетах должны протаранить большие дома. И вот возникает такая вот дилемма, если об этом русские знают и докладывают своему депутату, тогда он депутат и говорит, что большая провокация готовится. И одновременно ведется работа по дискредитации чеченцев внутри России, по вербовке чеченцев, по дискредитации, убийству, подкупу, ну и все остальное. Вот то же самое, что делается сейчас над нами, только в усиленном режиме. И проводится на самого важного нашего потенциального союзника Соединенных Штатов Америки наносится удар небоскреба самолета. И Америка втягивается в войну. Войну, которую она вот только-только сейчас закрыла, через 20 лет, почти через, да, 20 лет. Она вот сейчас с талибами подписывает договор, потому что там тогда стояла власть талибов, и эта власть была законной. Это вне зависимости, да, какая у них идеология. На тот момент периода афганская талибская власть, или какая она там была, она была законной. И на эту власть обрушивается вся мощь Соединенных Штатов. Хотя Америка, в отличие от русских, более избирательно ведет. Хотя совершаются происходят огромные жертвы среди афганского мирного населения. Что тоже факт, от которого никуда не деться, который иногда Америка признает в некоторых части свою вину за это.
Но вот я считаю, что да, это все дело рук, если верить словам депутата, большого чиновника российского, который сейчас бежал в Америку, то это дело рук Федеральной службы безопасности и главного разведывательного управления, то есть военных русских и КГБшников русских. Это их дело рук. И посмотрим, что сделают американцы с таким кровавым врагом. Хотя еще не вечер, есть коронавирус и другие оружия, которые можно распространять. И убить миллионы и десятки миллионов людей. И так как, опять же, да, много говорю, конечно, про это, но опять же этот Евгений Федоров, депутат Государственной Думы из так называемой НОД, из банды НОД, он говорит, что во Вторую мировую войну был подписан договор, и мы положили, ну, мир потерял около 100 миллионов людей. И вот договор, заключенный в 1945 году, это итог вот этих 100 миллионных жертв. 100 миллионных жертв. И нужно как минимум еще столько же положить, чтобы начать пересматривать это. То есть, я так его понял, что они готовы положить 100 миллионов человек, развязав новую войну. И я, если честно, я верю, могут развязать. Но не в открытую, чтобы сказать, вот мы вас вызываем. Нет, такого нет. Это самые ничтожные, самые подлые трусы на земле. Они могут только вот полоний, вирус, бактерия, вот так, чтобы не было понятно, что это я. Что это вот, ну, произошло, докажите. И это, я думаю, американцы учитывают, потому что, ну, все, уже репутационный урон нанесен вот этой банде стопроцентно. Ими самими. Ну, посмотрим, что дальше будет. Мавлют Алтунташ. Только благодаря террору и лживой пропаганде Путин создал негативное общественное мнение русских в отношении чеченцев. Абсолютно верно. Боевая пехота Киргизстана. Аслан, Путин создал коронавирус? Я не знаю. Я не знаю. Как раз я об этом только говорил. Я не знаю. Точно. Не могу сказать. Но мы скоро много чего узнаем. Так, Аслан Ичкерия, видели, что Конор ответил Хабибу? Нет. Владимир Рабинович, Аслан, ты большой молодец. Настоящий центр силы. Ичкерия будет свободной. Спасибо, Владимир. Дай Бог, будет свободной. Иншаллах. Вильпасин культа. В Рашке никаких мер нет. Есть только Терешкова и ее поправки. Ну, посмотрим, что в России-то будет. Тоже нужно понимать, тоже чеченцам я бы обратился бы, чтобы следили за гигиеной, всегда мыли руки, лишнее скопление людей не собираться. Но вот то, что здесь происходит, я вам то же самое могу просто сказать, так как я вначале долго не мог поверить, что это как бы не фейк ли это, да, не такая, не пропаганда ли. Потом закупиться продуктами, не собираться большое скопление людей. Например, можно, если в Мекке хадж запретили, а здесь в Европе мечети люди перестали ходить, можно было бы мечети, реально, мечети не будет проповедовать в пятницу проповеди. Из-за этого здесь об этом пишут. То же самое я посоветовал бы чеченцам как-то воздержаться от скопления. Да, если я сейчас скажу не ходить в мечеть, меня сейчас и так обвиняем во всех смертных грехах, снова предадут анафеме и сожгут на костре. Но здесь имамы, местные имамы пишут, поэтому тоже думайте. Лардал Дишу, нам нужно сохраниться, осталось немного. Так, Аслан Ичкерия, Норвегия тоже все школы и сады закрыла вчера. Аду Давлетук, то, что в Европе вспышка пошла с Италии, говорит о том, что помог русский мир. Русский мир. А почему именно тогда с Италии то, что пошла?
Off-White. Аслан, сделай стрим с Леоном Вайнштейном, эфир и поговорите о будущем Ичкерии, как ближайшем союзнике США, он американец еврейского происхождения. Я видел его ролики, так я немного смотрел, да, я с удовольствием провел бы с кем-нибудь, поговорю, но мне для этого нужно будет вернуться в Гамбург. Пока я не знаю просто, насколько тут я останусь, может быть, останусь надольше, может быть, вернусь, и тогда уже можно будет говорить. Хотя у меня надо много работы делать. Много надо работать, короче. Новости надо делать. Маулют Алтунташ. Путин больше всех уничтожил мусульман-суннитов. Совершенно верно. Так, ассаламу алейкум, братья и сестры, говорит Джахар Дудаев. Так, время у нас заканчивается. Так, я перемотаю, вот вы много опять написали. Так, в Китае был проведен этот эксперимент с этими волнами, говорит. Так, я уже что-то пропустил. Так, Асамбек туда. Коронавируса нет. Есть излучение 5G. Мы используемся телефонами 3G, 4G и 5G запрещен в США. Не покупайте 5G в Европе, который сейчас Vodafone рекламирует. Это политическая игра. Я тоже ничего не понял. Я помню, что Майк Помпео, не Майк Помпео, а кто-то там, вот в Мюнхенской вот этой последней встрече говорили, что Китай 5G, там, я вот до конца не понял, что это значит. Что-то они не договаривали. Значит, там замешаны спецслужбы, я так понял, потому что мне было непонятно. Вот не надо 5G, не надо 5G говорили. Но непонятно, почему не надо эти 5G, да, у китайцев, да. Потом про Huawei там речь шла. И я так и не понял, короче говоря, чем он плох, но что-то так связанное с спецслужбой, потому что недоговорки постоянно были. Не надо и все. Почему не надо? В чем? Тем, что они перехватывают трафик или, ну, непонятно. Я так и не понял. Маждада, назовите хоть один российский бренд в науке, инженерии, автомобилестроении или одежде, технике. Нет, не нашли, не знаете, зато знаете. Новичок, полоний, коронавируса. Отлично. Так, пойдемте дальше. Аду Давлету. Подписывайтесь на реалити и делитесь видео. Маулют Алташ. Асна, вы не могли бы сделать стрим с Андреем Корчагиным? Он часто выступает на канале Соби Ньюс. Очень интересно его слушать. Да, я его иногда смотрю, мне нравится, как он ведет. И это, по-моему, украинец, да, я так понимаю. Очень, очень мне нравится этот канал и очень толковый вот этот ведущий Андрей Корчагин, да, его зовут. По-моему, о нем речь. Да, я поговорил бы с ним с удовольствием. Надо подобрать тему, поговорить. Просто я не знаю, о чем можно с ним поговорить, но надо подумать. Так мы с ним делаем, в принципе, одно дело, и мне нравится, как он делает свою работу. Хамзат Гилаев, Гаязки Хахарчи не видят преимущества воды перед бумагой, как сказал Аслан Масхадов, Далгеш Дуальцун, Амин Далдер Алваля. Как найти? Единственное, для чего можно делать совместные стримы с блогерами, Вайнштейн и разные, это лишь для того, чтобы задать один вопрос. Считаете ли вы, что Чечня имеет право на свободу? Как найти? Эти блогеры практически абсолютно все так считают. Они наоборот, вот есть Фауст, да, доктор Фауст.
Есть другие украинские блогеры, да, Фаус не украинский блогер, но он тоже из нашей, я тоже не украинский, но украинский. И они всегда говорят о том, не только они признают нашу независимость, конечно, это даже никто с нами не оспаривает, наоборот, они пытаются узнать детали, потому что когда у них возникает с русскими спор, русские и они, украинцы, не зная аргументов, будут биты аргументами русских, потому что пропаганда, что мы вот напали на Дагестан, взорвали дома в 99-м, все. И аргументация у украинцев, у других заканчивается. Поэтому мы проводим с ними разъяснительную работу и будем проводить. И сейчас к 9 мая нам тоже нужно как-то совместно провести какую-то работу, потому что фашистская империалистическая Россия будет сейчас этот праздник праздновать как там великое там, достижение своей великой могучей страны. Мы должны, конечно, всячески этому препятствовать. Всячески дискредитировать все, что делает фашистская путинская Россия. Айронмен, Аслан, давно хотел спросить у тебя за одного коллаборанта по имени Беслан Гантемиров. Откуда он взялся в ту войну? Я вот всех деталей не помню, я помню, он сперва был приближен, знаете, как бывает, сперва подводили к Дудаеву, там, Лобазанова, Гантемирова, там много вокруг Дудаева ошивалось. Дудаев быстро слял и выгонял пинками. И вот он как-то вот был доведен до Дудаева, потом мэром он стал, что ли, не помню, во время оккупации Первой войны он стал, или же во время Дудаева. Ну, короче, был приближен, раскушен и выгнан. Враг чеченского народа, враг, убийца чеченских маджахедов, чеченских партизан. Об этом свидетельствуют непосредственно участники боевых действий, с которыми я недавно, кстати, разговаривал во Вторую русско-чеченскую войну. Участники. Так, не знаю он откуда взялся. Хехас, у Аслана нет кураторов спецслужб, поэтому мало подписчиков, говорит он социалист. Да, на самом деле мне уже неудобно говорить постоянно об этом, но все время мой канал подвергается атаке. Кроме как дискредитация меня по всей вот этой интернет-сети, также ведется работа. Я об этом постоянно говорю вам, а я постоянно пишу, и YouTube пишу, и в ФБР пишу, и везде буду писать по этому поводу, и буду заниматься этим вопросом, чтобы мой канал оставили в покое. Но если я совершаю какую-то неправильную ошибку, там, например, загружу какое-нибудь видео, как я получил бан за одно видео, и у меня снята монетизация. Один раз я смог обжаловать, подал апелляцию, и мне сняли, у меня было 2 предупреждения, а 3 предупреждения это блокировка всего канала. Ну, поэтому нужно новый канал, вот, который мой развивает. Итак, нам важно выходить в эфир и распространять информацию, чтобы они не думали, что вот есть какие-то там люди во временно оккупированной Ичкерии, которыми все довольны, и они вот наши там повелители, шахи, падишахи и султаны. Нет, это не так, и далеко это не так, это все иллюзия, обман. И у нас есть реальность, которую мы доносим, и будем доносить. Да, мува. Так, пойдемте дальше. Вильпесен культа. Тема гражданства нашим, которые за Украину воюют. Да, это большая тема, которую вот сейчас мы уже не успеем обсудить, уже осталось времени очень мало. И надо мне поговорить с теми. Я не разговаривал с нашими ребятами, которые там находятся. Именно на эту тему надо поговорить. Ну, пока, а раньше мы чаще общались, но сейчас уже давно не общаемся. Поэтому нужны детали, чтобы я мог об этом говорить. Так, Чечня не Россия. Доктор Фауст красавчик. Советую его канал. Канал так и называется. Доктор Фауст. Полностью поддерживаю. Так, давайте я отвечу на последний. Так, Фрэнсис Коппола, Аслан, но ты сам себя больше дискредитируешь, чем кто-то со стороны.
ты влился в то направление, которое не совсем уважаемо у чеченцев. Мне вообще все равно, что ты думаешь, вот лично ты. Я тебя не блокирую, хотя ты меня ранее оскорблял, ты где-то постоянно пытаешься где-то там задеть, и хотя тебе, даже я читаю сейчас, вижу, тебе какой-то аргумент приводит, ты никогда на него не отвечаешь, ты новые какие-то обвинения говоришь. Ты заинтересованная сторона, на мой взгляд. Поэтому ты не объективен. Поэтому твое мнение для меня параллельно. Также мне параллельно, то ты говоришь о моей дискредитации. Меня дискредитировать не может аноним в Ютубе или там написав комментарий. Не может меня дискредитировать. У меня есть репутация. Мне 42 года. У меня есть имя. У меня есть люди, которые мне верят и знают, что я не предаю, не обманываю и ну и так далее. Хотя я далеко не святой человек. Поэтому моя дискредитация не имеет ровным счетом ничего. Я пытаюсь поднять наш вопрос на международный уровень. Ты пытаешься меня, который готов рисковать своей репутацией, и не только пытаться в чем-то меня там уличить и в чем-то меня обвинить. Не конструктивно, не объективно. Поэтому не принимается. Так, все, на этом мы закончим. Фрэнсис Коппола, ФСБшный агент, я же говорю, Хэггс говорит, что ты ФСБшный агент. Тебя уже вот Хэггс дискредитировал. Все, ассаламу алейкум. Всем спокойной ночи. Джахар Дадаев, Адикюэль, Маш Ойл, Бюс Депалюэль. Всем всего хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Распространяйте видео. И до понедельника. Всего хорошего.